У нас повестка дня сегодня прием людей Совет новых участников движения. Второй вопрос. Ответ на воззвание карачаевских старшин к общественности народа Северного Кавказа. В выполнении поручений данной Совета ТЭПу Тимирлана Абадиева по организации встречи начальником отделения Пенсионного фонда по Урсмартану Чеченской Республики. На предмет выяснения, действуют ли на территории Чеченской Республики нормы законодательства, в соответствии с которой депортированным гражданам России стаж работы увеличивается в трехкратном размере за каждый год, проведенный в депортации, кто родился до 1956 года. Если да, выяснить, во что это выливается в материальном измерении. Докладчик Абадиев Тимирлан. Четвертый вопрос. Результаты работы рабочей группы под руководством Абадиева по материалам обеспечения научно-практической конференции за прошедшую неделю. Опять же докладчик Абадиев. Обращение Магомеда Гапархоева к ингушскому народу. Утверждение делегации Совета ТЭПу к министру культуры по вопросу трудоустройства Магомеда Гапархоева. Подготовка проведения видеоконференции по вопросу ущемления прав многодетных семей на территории Ингушетии. Пройтись по каждому из 12 пунктов, назначить ответственных лиц, которые обязаны выяснить, как выполняется тот или иной пункт закона, фиксация фактов, организация ответственных лиц, дата охвата всех ведомостей. Правительство, Минсоцзащиты, Минздрав, Минобразования, ЖКХ и другое. Заново ознакомить с законом Российской Федерации и Республики Ингушетия по этому вопросу. Ситуации других субъектов. Докладчик Ужахов. Этот вопрос мы поднимали, и этот вопрос как бы состыковали с правительством, думали решить, но что-то он не решается до сих пор. Обсуждение вопроса нарушения экологии в Республике Ингушетия, вопросом лечебными иными учреждениями сбросами нечистот в реки республики. Пограничная часть АС Альтиева проехала, река Назранка, тут больница, река Сунжа, многоэтажные дома в Магасе, река Сунжа. Я бар, повестки, я на те вопросы, я не яйца, но это вопрос, который касается как бы узких, а я 8 вопросов, которые всего народа касаются. Шариазди, дополнение, что-нибудь есть еще у кого-нибудь по этим вопросам? Повестки дня? Нет. Видите, давайте, кто за эту повестку дня проголосует? Против, воздержавших, нету. Нам было и было. Воззвание карачаевских старейшин к общественности народа Северного Кавказа. Вот уже на протяжении 1,5 десятилетий в Республике Северного Кавказа не проходило прямых сенатных выборов руководителей наших субъектов. Долгие годы граждане отрезаны от возможности самим решать свою судьбу. Народы Северного Кавказа стали гражданами с ограниченными правами. Мы стали жертвами амбиций разного рода политических, в кавычках, деятелей, которые, не надеясь на собственный авторитет среди населения, предпочитали делать упор на кулуарное решение судьбоносных для республики вопросов, каким, безусловно, является вопрос того, кто будет руководить целым регионом со своей конституцией. В республиках Северного Кавказа получилось так, что мы, граждане Российской Федерации, как в 30-х годах прошлого века, стали раскулаченными, лишенцами, в кавычках, без основополагающих конституционных прав. Вместе с тем, в статье 3 Конституции Российской Федерации говорится: первое. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Второе. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Третье. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Четвертое. Никто не может присваивать власть Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральным законам.
Кроме того, пункт 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации гласит: граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Вместо этого права нам оставили возможность голосовать лишь за реферированные партийные списки политических партий на выборах депутатов республиканских парламентов. Но у граждан нет возможности влиять на состав этих списков. За это время, оценивая поведение прежних избранных руководителей регионов и нынешних назначенных, мы приходим к выводу, что это привело к негативным последствиям. Глав республик больше не заботит мнение простого народа. Им приходится оглядываться на мнение лиц в высоких кабинетах. Главным показателем стало не мнение населения, а десятки далеких от реальности рейтингов, которыми и отчитываются лидеры северокавказских субъектов. Между главами регионов и народом образовалась пропасть. Следует отметить, что прямые выборы – это острый вопрос и на местах. Яркий пример. Весной этого года жители 3 аулов Ногайского района Карачаево-Черкесской республики Эркен-Юрт, Адиль-Юрт и Эркен-Хал и других населенных пунктов Карачаево-Черкесии безуспешно боролись за свои конституционные права в проведении выборов глав сельских поселений. Однако даже на этом уровне властями была пресечена возможность народного волеизъявления. Мы пришли к твердой уверенности, что необходимо вернуться к практике прямых выборов глав всех уровней исполнительной власти, от местного до республиканского, а также мажоритарно-пропорциональной системе выборов депутатов всех уровней, от местных представительных органов до республики парламента. Так, например, как это сделали в Чеченской республике. Без этого невозможно реальное построение гражданского общества на Северном Кавказе в условиях 21 века. При этом нельзя не отметить то, что на сегодняшний день отказ от прямых выборов Северокавказского региона не является следствием директивы федерального центра, а возложено на усмотрение региональных парламентов. Все это вдвойне печально, так как демократические институты испокон веков были ценны именно у кавказских народов. Возникает вопрос, есть ли смысл нам, лишенцам, в кавычках, участвовать в выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации. Обращаемся к старейшинам и общественности народов Северного Кавказа с просьбой высказаться по вопросу возврата к практике прямых выборов руководителей субъектов. Именно это позволит преодолеть пропасть между руководством регионов и простым народом, что в свою очередь и послужит налаживанию обратной связи власти с населением и позволит эффективно решать накопившиеся за эти годы проблемы. Это станет важным шагом к укреплению авторитета руководства нашей страны и повышению к нему доверия со стороны населения Северо-Кавказской республики. Кроме того, это самым непосредственным образом будет способствовать развитию гражданского общества на Северном Кавказе, а в конечном счете послужит во благо нашей стране, Российской Федерации. Подписалось 24 старейшины народа Карачаева. С этим подписью мы посылали в парламент для того, чтобы мажоритарные выборы возобновить в нашей республике. Ну и, соответственно, обращение народа Карачая, старейшин Карачая ко всем народам Кавказа еще раз подтверждает, что мы правильно, это естественное состояние людей, которые хотят иметь демократические права в своей республике, в своей стране. Поэтому тут предварительно мы ответ написали старейшинам Карачаева, вообще обращение к народу Северного Кавказа. Владимир, у нас Ответ Совета Тейпов-Ингушского народа старейшинам Карачаев. Совет Тейпов-Ингушского народа с большим удовлетворением воспринял воззвание карачаевских старейшин к общественности народов Северного Кавказа. Это своевременный и крайне актуальный на данное время шаг. Вы подняли проблему, которая волнует все народы Северного Кавказа.
Наделение субъектов Российской Федерации правом отменять прямые выборы глав регионов в законе, принятом Государственной Думой в 2013 году, было непродуманным и антиконституционным шагом. Лишение граждан и целых этносов прав избирать и быть избранными, кем бы оно ни совершалось, является открытым нарушением Конституции Российской Федерации, которое в правовом государстве предполагает уголовную ответственность. Данным антиконституционным законом народ бесцеремонно и демонстративно отстранен от участия в политической и общественной жизни страны. На практике это привело к тому, что главы республик абсолютно перестали считаться с мнением народа, который они возглавляют. И как результат, между региональной властью и народом образовалась глубокая пропасть. Пропасть, в которую рано или поздно низвергнется власть, и не только региональная. Граждане России лишены возможности самим решать свою судьбу. Все решает федеральный центр и их ставленники на местах, без оглядки на мнение местного населения. Нужно подчеркнуть, не без помощи местных парламентов, которые выбраны в большинстве своем в результате наглых фальсификаций на выборах, по закулисным спискам, заблаговременно составленным и одобренным главами республик. Почему это произошло? Почему федеральный центр принял подобный закон? Без принятия данного закона не было никакой возможности сохранить на своих должностях амбициозных и насквозь коррумпированных руководителей, удобных федеральной власти тем, что держит ситуацию под контролем, но не пользующихся никаким авторитетом среди местного населения и не имеющих шансов быть избранными при честных и прямых выборах. Попытки некоторых руководителей России объяснить лишение народов Северного Кавказа его законных избирательных прав беспочвенны и не удерживают никакой критики. Более того, неуместны и оскорбительны. То они опасаются рецидивов межнациональных напряжений, то ссылаются на иную политическую культуру, в переводе на человеческий язык отсутствие политической культуры народов Северного Кавказа. Какие рецидивы в мононациональных республиках? Какая иная политическая культура? Политическая культура древнейших демократических институтов народов Кавказа намного древнее и совершеннее культуры даже сегодняшних демократических институтов не только России, но и всего мира. На Кавказе издревле права и свободы граждан неприкосновенны и священны, и покушение на них в древности каралось смертью. Совет тейпов ингушского народа полностью согласен со старейшинами Карачая и в том, что назначение руководителей регионов в результате непрямых выборов привело к негативным последствиям. И уверены, что эти негативные явления будут только нарастать, дискредитируя власти, как региональные, так и федеральные. Руководители регионов после принятия данного закона перестали оглядываться на народ, перестали считаться с мнением простых людей. Их волнует только мнение лиц высоких кабинетов Москвы. Мы также полностью согласны и поддерживаем мнение старейшин Карачая о необходимости вернуться к практике прямых выборов глав всех уровней исполнительной власти, от местного до республиканского, от местных представительных органов до республиканского парламента. Мы с этими вопросами обращались в Народное собрание Республики Ингушетия. Реакции никакой. Наш парламент полностью под контролем главы республики и без его одобрения не принимает ни один закон. Думаем, и в других республиках подобная ситуация. В связи с этим, в целях усиления влияния гражданского общества народов Северного Кавказа на законодательные и исполнительные органы власти в вопросе возвращения наших попранных прав, было бы целесообразно создать независимый Совет старейшин народов Северного Кавказа. Совет, который от имени всех народов Северо-Кавказского федерального округа требовал бы от местных властных структур соблюдения норм Конституции, согласно которым носителем власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И этот народ требует восстановления в полном объеме незаконно попранных, узурпированных избирательных прав граждан России. Было бы правильно и справедливо, если бы данная инициатива исходила от Совета старейшин Карачая. Уверены, все советы старейшин народов Северного Кавказа данную инициативу поддержат. Как уверены и в том, что региональные власти предпримут все возможные и невозможные меры по ее дискредитации. С глубоким уважением к карачаевскому народу, председатель Совета тейпов ингушского народа Мурат Даскиев.